Проблемы сохранения татарской национальной идентичности в регионах России. Вот та важная тема, которую мы сегодня обсуждаем на ток-шоу «Точка опоры». Это премьера. Добрый вечер. И я представляю моего соведущего. Это историк, доктор философии, ассистент профессор Амстердамского университета Альфред Бустанов. И журналист Светлана Спирина. Добрый вечер. Зачем сохранять национальную идентичность? Для чего знать татарский язык? Об этом мы сегодня поговорим. Где же точка опоры татарского народа? И как сегодня живется тем, кто обрел свой дом за пределами Татарстана. И все это вместе сегодня мы обсуждаем с нашими экспертами. Я с удовольствием их представляю. Раиль Равилович Фахруддинов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой исторического и обществоведческого образования Института международных отношений Казанского федерального университета. Хайр Лекич. Здравствуйте. В шахматном порядке подсказывает мне режиссер. И мы продолжаем. Гульнара Фуатовна Габдрахманова, доктор социологических наук, руководитель отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани Академии наук Татарстана. Здравствуйте. Добрый вечер. Также с нами сегодня Дамир Мавлевич Исхаков, доктор исторических наук, главный редактор журнала «Туан-Жир». Здравствуйте. Римзель Салихович Валеев, журналист, общественный деятель, главный редактор интернет-студии Всемирного конгресса татар. Добрый вечер, Хайр Лекич. Также с нами сегодня Айрат Файзрахманов, кандидат исторических наук, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи. Хайр Лекич. Кроме того, к нам по интернет-связи присоединятся наши эксперты онлайн из Ульяновска, Саратова и Башкортостана. Ну, это на протяжении программы. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прошу всех участников и дозвонившихся до студии телезрителей соблюдать корректность высказываний, избегать оскорблений, соблюдать все общепринятые нормы и законы. В противном случае напоминаю всем, что я буду вынуждена на правах ведущей либо отключить микрофон, либо попросить покинуть ток-шоу. Наш телефон 554 56 10, код Казани 843. Нас также можно смотреть в группе ВКонтакте. Участвуйте в дискуссии, задавайте свои вопросы экспертам по телефону и в интернете. И все вместе мы попытаемся найти ответ на вопрос, где же точка опоры. А эксперты могут выразить свою точку зрения с помощью наших пультов. Зеленый – это согласен, а красный категорически не согласен, белый – нейтрально. И затем вы можете объяснить свою позицию. Пока можете порепетировать, как нажимаются кнопки, управляется пульт. Я озвучу результаты опроса на наших интернет-ресурсах. Так, почему все красный? Мы задали нашей аудитории в социальных сетях вопрос, есть ли проблемы с сохранением татарской национальной идентичности в регионах России. Его результаты таковы. 90% проголосовавших ответили, да, проблемы есть. 9% ответили, что проблем нет. Мне кажется, это показательно. В нашей группе ВКонтакте 30% участников – это представители регионов России, в их числе Башкортостан, Тюменская, Ульяновская область, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Крым. Вот подскажите, пожалуйста, как бы вы прокомментировали результаты нашего интернет-опроса? Кто первый? Снижение идентичности удивляет, потому что пришло время, когда есть возможности, есть демократия относительная. Есть национальные организации, есть образование, есть средства массовой информации, спутниковое телевидение, культура совсем на другом уровне. И тем не менее, многие родители своих детей не ведут в татарский класс, татары. Многие не знают или не совершенствуют язык, поэтому актуальность. Смотрите, здесь вот больше вопрос, почему интернет-аудитория так ответила, почему сказать, что проблемы есть? Вот Айрат не зря категорически не согласен с вами. Национального образования как такового уже практически нет. Не только за пределами Татарстана, но и в самом Татарстане, в Казани, в городе, где живет наибольшее количество татар, возможность отдать ребенку в школу, где будет обучать на татарском языке, практически нет. Да, там буквально одна-две школы преподают на татарском языке. И, кстати, дают хорошие результаты. Да, это главная проблема на сегодняшний день для воспроизводства языка в Татарстане. За пределами Татарстана уже давно татарские школы кончились. Дамир Мавлевич. Это не единственная проблема, есть много других. В частности, очень высок процент смешанных браков. И это фактически порождает сложности в самоидентификации. За пределами Татарстана, я думаю, что смешанных браков доля где-то за 40% уже. В основном это русско-татарские браки, но не только. Есть много других смешанных. Скажем, в Башкортостане очень много смешанных браков между татарами и башкирами. И там человек всегда затрудняется, какую идентичность выбирать. Это создает проблем, в том числе во время переписи тоже.
Вы как раз немножко предопределили наш определенный диалог с Альфредом. Я из смешанного брака. Я из русского, у меня папа русский, мама татарка, но уже в раннем детстве я четко понимала, что мне ближе. Я выбрала национальность мамы. И получая паспорт, я уже много лет до этого, в паспорте у меня была еще указана национальность, я пришла домой с выбором национальности татарка. Папа с уважением принял мой выбор. Единственное, что имя у меня, да, Светлана, и фамилия у меня русская, но национальность у меня татарка. У Альфреда своя история. Как он определяет? Вот кто ты? Да, я сами татарский, сибирский татарин, татарин. Родился и учился в Омске, сейчас работаю в Амстердамском университете. Поэтому вот эти распространенные истории смешанных браков и такой вот гибридности, они, конечно, часто встречаются. Вопрос... Тут надо добавить, что раньше в межнациональных браках выбирали больше идентичность не татарскую. Да? Сейчас тенденция, вот, наверное, социологи скажут, все-таки есть. Все-таки обратная. Да. Ну, не более 50% выбирают татарское, но хотя бы какая-то динамика в пользу выбора татарской идентичности, она присутствует, ну, в последнее время. Я думаю, что это время уже прошло. Был такой всплеск. Ну, может быть, в начале 90-х, когда татарскую идентичность выбирали больше. Сейчас спад произошел, мне кажется, и этот тренд сейчас не существует уже. Это очень интересная мысль, Владимир Валерьевич. Может быть, тогда это означает, что не образование нужно винить, а вообще изменяются тренды, и прошел век нации? Да, вообще проблема идентичности, она сегодня настолько актуальна, что мы говорим не только о татарской идентичности, да, но и в целом о российской идентичности. Но так как, в общем-то, ответы преимущественно из регионов показывают, что проблема, конечно же, существует. И причем проблема существует, она достаточно серьезная. Здесь я где-то согласен с своими коллегами, где-то я хотел бы свое мнение высказать. А именно следующее. Конечно, проблема идентичности, она сегодня упирается и в проблему глобализации, да? Это без сомнения. И проблема сохранения татарской идентичности, она не связана только с тем, что мы говорим о том, что эта проблема существует. Мы должны говорить о том, какие мы должны вырабатывать шаги, какие-то меры, которые смогли бы сохранить, и я даже, более того скажу, усилить эту идентичность не только в Татарстане, но и в регионах Российской Федерации. Причем, если ситуация в Татарстане у нас более-менее, на мой взгляд, более-менее благополучная, то в регионах Российской Федерации достаточно сложная и очень непростая. Давайте мы для начала, Гульнар Фатовна, извините, но я думаю, что еще ответите. Для начала вообще мы поймем, что такое национальная идентичность, вообще есть ли у нее определенные критерии. Например, я частично знаю татарский язык, частично. Фактически я являюсь русскоговорящей татаркой. Считать ли меня татаркой? Считать ли Альфреда? Который откуда-то приехал. Который откуда приехал с Омска, да, работает. татарин, раз. И у Альфреда есть замечательная фраза, термин я от него услышала, новый, он появляется в интернет-аудитории, татарскость. А вот сейчас мне интересно, во-первых, эксперты примут это слово татарскость или нет? Вот для начала, Альфред, татарскость это равно татарин или татарскость это нечто другое? Вообще я не готов заявлять, что я автор этого выражения, но тем не менее, я думаю, что татарскость это осознанное чувство принадлежности к татарскому народу, и каждый человек сам определяет для себя, что это значит. Что значит быть татарином или татаркой? Ну, я думаю, что это искусственный термин, потому что, вот, скажем, в реальной татарской ситуации, я вырос в татарской среде, и семья татарская была все время, у меня такой проблемы нет. Я сам по себе татарин, как сказать, урожденный. И я думаю, что вот термин татарскость может быть больше применен или же к приезжим откуда-то, они вот попали там в такую ситуацию, приехав откуда-то, или же люди, которые в некоторой степени потеряли свою идентичность и сейчас хотят обретать это дело. А у нормальных татар, вот вроде меня, Ирем Зелесаевич, у нас такой проблемы нет. Мы всегда были татарами и остаемся. Так ведь, Ирем Зелесаевич? Может быть, это новое слово молодой аудитории, которая интересно так позиционировать и определять себя. Почему мы не можем в эту палитру мнений включить это слово? Нет, это больше, наверное, ближе к научному термину, да, и татарскость действительно все больше и больше в каких-то научных трудах возникает. Вот про слово, вот надо здесь поставить вопрос, а что такое нормальный татарин, и что такое не норма, да? Да, человек, который проживает там далеко за пределами Татарстана, он тоже, на мой взгляд, нормальный татарин, потому что он проживает на своих коренных землях, но просто язык утрачен в силу
Я возвращаюсь к своей фразе о том, что одна из наших главных проблем – это отсутствие национального образования. В силу отсутствия национальных школ, которые с 30-40-х годов начинают исчезать за пределами Татарстана, начинается потеря языковой среды. И мы видим, что там в Астрахани, в Сибири, за много тысяч километров от Татарстана, там, где татары проживали испокон веков, они теряют свой язык во многом именно по этой причине, потому что через семейный институт передать язык очень-очень сложно. Давайте вот Вот, спросим я социолога. думаю, что это не такая простая проблема. Вот потеряв язык, человек в значительной степени теряет и часть своей души. Вот это не совсем все понимают. И культурный код. Вот, например, да, культурный код тоже теряется. Мне один целитель рассказывал, во время лечения психических болезней возникают некие сущности психические. И он расспрашивал меня, что такое вот хозяин дома, там хозяин еще чего-то, вот наши мифологические существа, потому что они выступают в психическом содержании человека. И ему нужен был национальный контент, чтобы понять и бороться против этого. Потому что есть коллективное бессознательное, которое связано с языком и с кодом, языковым кодом. Вот если человек теряет эти коды, он частично переходит в другое культурное пространство. Вот, Гульнар Фатовна, как вам такой разговор сейчас, о культурных котах? Договорит и Гульнар о- Фатовна, перервемся на рекламу. Да, пожалуйста. Ну, вы знаете, вот вы спросили о том, что такое идентичность. В социологии есть такая очень распространенная методика, когда респондентам задают вопрос «кто я?». И человек говорит о себе как о представителе какого-то определенного пола, профессии или какой-то национальности. То есть национальная идентичность – это часть такой общей идентификационной матрицы любого человека. Но еще в социологии есть такая методика, когда человека спрашивают, а что для него значит все-таки национальная принадлежность. И вот наши социологические опросы, проведенные среди татар в самых разных регионах, показывают, что порядка 85-90% татар говорят о том, что они никогда не забывают о своей национальной принадлежности. То есть сегодня в татарской среде очень высокая потребность в чувствах сопричастности именно к татарскому народу. Еще один вопрос, который мы задаем в наших исследованиях, а на основании чего вы чувствуете свою татарскую, свою национальную идентичность. И наши опросы показывают, что люди чаще всего выделяют 4 компонента. Это язык, это культура, это религия и историческое прошлое. Вот эти компоненты одинаково значимы для всех татар в самых разных регионах, и они поддерживают современную идентичность татарского народа. Вот об этих критериях поговорим чуть позже. Сейчас прервемся ненадолго на рекламу, буквально минута, и потом продолжим нашу дискуссию. Что значит жить лучше? Ценить то, что имеешь, но всегда стремиться к большему. Превращать свои мечты в возможности. Потребительские кредиты с выгодными ставками от Акбарсбанка. Живите лучше. Хезмет хокукимиде. Кредит түләп булмый. Банкрот центрга шалтыратырга вакыт. Белкада яңа елның түбән бәяләре бары тик бер атна гына чәшке, мутон, тедди һәм башка төртүннәргә 50%-ка кадәр ташлама. Белка, Татарстан урамы 7. Все в порядке? Кожа очень чувствительная, сохнет невыносимо. Попробуй родовитый актив. Защиту своей кожи от сухости в любую погоду доверяю ему. Волга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Итак, это «Точка опоры». С вами Альфред Бустанов и Светлана Спирина. Сегодня мы говорим о том, есть ли проблемы в сохранении татарской национальной идентичности в регионах Российской Федерации. И мы остановились на очень интересном вопросе. После Гульнары Фатовны она произнесла один из компонентов, который является определяющим в национальной принадлежности человека. Это язык. То есть мы можем считать главным критерием национальной идентичности татарский Особенно язык. в условиях, когда очень много татар, которые не знают. Которых много. Мы таким образом не исключаем их из круга. Гульнара Фатовна сказала 4 компонента. Понятно, что 4, но язык первый. Культура, история, происхождение, семья. Учитывая эти, совершенно я согласен с этим комплектом, я полагаю, что Светлана Спирина, она считает себя татаркой, только татаркой. И одновременно я знаю, что есть родители, оба татары, а их дети манкурт, а потом представитель другой нации. То же самое. Светлана Спирина имеет право выбрать национальность матери, одновременно она не перестает быть представителем национальности и отца тоже. Я считаю, что Светлана представитель 2 национальностей. Просто приоритет татарской кости матери отдает, поэтому смешанных семей сейчас много.
И эти семьи выживут, если понимают, что они дали две культуры, два языка, две истории, сплели. Это очень важно, это не соблюдается, к сожалению. Поэтому я горжусь, что я из чисто татарской семьи, но я носитель татарской истории и культуры, и я носитель и русской культуры и истории. Вот современный, хороший, нормальный человек, адекватный человек, это вот такие, которые знают несколько языков, язык места, культуру места проживания и своей среды. И, конечно, не забывает происхождение свое, и язык, культура, историю своих родителей. Есть такая старая шутка: если ты не знаешь, кто ты такой, значит, ты еврей. Поэтому вот есть ситуация, когда очень трудно выбрать идентичность. Стертые бывают, да, бывают неполноценные. Я, например, знаю одну семью, где двое детей стали русскими, смешанная семья, двое татарами. И я, например, не могу понять, по какому принципу поделили, да? Это по каким-то, не знаю, чисто психологическим, может быть, критериям. Дети расходятся. Интересно, что спикеры говорят о национальной идентичности как о выборе. Тогда, может быть, некорректно говорить о нормальных и ненормальных татарах. Но надо сказать, что язык, он может быть на чисто символическом уровне у тех татар, которые там проживают в основном за пределами Татарстана. Но они все равно включают это в идентичность. Даже сказать «салям, хайрлы, кишничи, халляр» — это уже для них важно, и они считают это частью своей идентичности. Но здесь мы все собрались историки, да, и нужно сказать, что нация — это все-таки явление более позднего времени. Это явление 19 века, и вот разделение на разные идентичности, да, это явление, с которым мы сталкиваемся именно вот сейчас, ну, лет 50-70 там назад. А смешанные браки — это немножко такие проблемы, с которыми общество столкнулось, но не так давно. Роль языка, все-таки важность роли языка, почему я должен согласиться с этим, и особая роль языка, потому что, зная язык, при всем уважении русскоязычных, сегодня мы работаем и на русскоязычную аудиторию, обязательно надо русскоязычных татар, представителей обязательно надо привечать, учить, помогать, объединяться, тем более их становится больше, но роль языка помогает не только потому, что татары на своем языке чирикали или там чуваши, а нужно, зная татарский, я читаю «Такташа Тукая». Я читаю Исхаки. У меня совершенно другое мировоззрение формируется, потому что я театр Камала смотрю. Это мое счастье, и поэтому язык все-таки очень важно. Но, к сожалению, не у это всех есть доступ. Определяющая роль, но и не единственная роль. Но можно поднимать язык. Я в целом поддерживаю вот эти тезисы, которые здесь говорились. Да. Но я хотел бы обратить внимание коллег на следующее. Да? Здесь совершенно верно. Компонентов формирования национальной идентичности их много. Они уже были озвучены, не буду повторяться. Нельзя забывать, что человека формирует среда. И, конечно, в этом отношении семья большую роль играет, и школа. Я согласен, что и национальное образование здесь должно играть ключевую роль. Но речь не об этом. Одной из ключевых является национальное самосознание. Все-таки, да? То есть человек по тем или иным причинам, не проживая на территории исторической родины, где-нибудь на Дальнем Востоке, где нет этой среды, где нет татарской диаспоры, он может не знать татарский язык по тем или иным причинам. Но в душе, вот как здесь говорилось татарскость, да, то есть это национальная идентичность, у него самосознание, по-другому еще мы говорим, у него есть. И поэтому самосознание, уважаемые коллеги, все-таки, на мой взгляд, наряду с любовью, с формированием исторической памяти, с любовью к культуре и к языку является одним из основных компонентов. И причем здесь ведь сегодня еще вопрос очень остро стоит, что первично, да? Национальная идентичность или гражданская идентичность. Да? То есть в этом плане, на мой взгляд, они должны идти параллельно. И вполне естественно, что человек, обладая только национальной идентичностью, но не обладая гражданской идентичностью, да, он все равно не будет, ну, как бы помягче сказать, востребованным в этом обществе и не будет у него такого удовлетворения. Но с другой стороны, когда мы говорим, какую роль должны играть регионы, я вот все-таки считаю, что регионы и прежде всего администрации этих регионов, главы регионов, они должны также принять участие в формировании не только российской гражданской идентичности, но и этнонациональной. Почему? Потому что те татары, которые проживают в Сибири, они платят налоги там, и они имеют такое же право пользоваться достояниями культуры не только
русской, не только российской, но, естественно, и татарской. Сейчас я все-таки предлагаю дальше продолжить, потому что мы сегодня говорим о тех, кто проживает за пределами Татарстана. Да. И, конечно, Башкирия – это такой регион, который, наверное, можно сказать, ключевой для развития и будущего татарского народа. И все темы вот, роли языка и культуры, и образовательной системы, они очень актуальны для Башкирии. Несколько часов назад мы записали интервью с историком и журналистом Нурмухаммадом Хусаиновым. Мы спросили, как живется татарам в Башкирии, какие есть проблемы и в чем вот они видят пути решения. Я предлагаю послушать, мне кажется, это будет интересно. 80% татар сегодня за пределами Татарстана. Из них 70-80% не знают не то что свою историю, они не знают даже своего языка. У нас нет системы образования. Наши дети не могут обучаться даже в школе. Вот эти вопросы, они требуют решения. В Башкортостане этих проблем больше всего. Я даже завидую татарам Мордовии, Чувашии, где им живется намного лучше, чем нам. Нет там никакого прессинга по отношению к татар. Здесь, вот я был директором татарской гимназии 20 лет. Я за это время прошел более 60 судов, защищая гимназию, чтобы ее не закрыли. Татар в Башкортостане как записывали, так и продолжают записывать башкирами. Вот сегодня мы располагаем полным комплектом документов из архива, Московского архива, Российский государственный архив древних актов. 90% деревень сегодня можно родословную показать, что они основаны татарами и являются татарскими. В первую очередь нужно вот пройтись по этим деревням, которые написаны там в архивах, идентифицировать их. Потом это нужно издать, а потом распространить татарам, довести до всех татар Башкортостана, не только Башкортостана, между Волгой и Уралом. Итак, татары и башкиры – братские народы по духу, по вере, да, у нас общие языковые истоки. Но, как услышали мы, проблемы есть. Действительно, с болью говорит Нурмухаммад Абы. Вот прошу включиться экспертов, как бы прокомментировали. Вообще, я не видела, согласны, не согласны, категорически. Есть проблемы или нет проблем? Ну, проблемы есть, но не такие простые, как Нурмухаммад Эфенди нам докладывает. На самом деле, в северо-западном Башкортостане очень сложная этническая ситуация. Там это район смешанного расселения татар и башкир, которые давно между собой перемешались. Это один этнический массив, но у некоторой части населения есть еще самосознание башкирское. Оно иногда восходит к сословному самосознанию, даже не этническое, но они продолжают именоваться башкирами. И вот сейчас главная битва между татарскими политтехнологами и башкирскими идет вокруг этой массы. Когда башкирские политтехнологи говорят, что они разговаривают на северо-западном диалекте, они умалчивают, что на этом же языке говорят там и татары, миллион татар говорит на этом же языке Башкортостана. И вот они не предлагают, как это разделить, эту массу. Я думаю, что разделить невозможно, потому что они давно переженились и там смешались между собой. Да, там больше 40% смешанных семей. Это один массив. Я вот сейчас думаю, что, может быть, наши советские политики в 20-х годах как раз воевали за то, что вот присоединить эту часть к Татарстану. Не восточную часть, а вот эту часть. Потому что это был единый массив. И сейчас как раз нам каким-то образом размежеваться надо с башкирами по этому поводу, но пока они не хотят. Они думают, что смогут ассимилировать эту часть, присоединив к башкирской нации. Никогда не получится этого. А вот война между двумя народами может быть. Давайте мы сейчас говорим о политтехнологии. Мы с вами не согласны. Да, вам слово. Ну, я надеюсь, я где-то и согласен, где-то и не согласен. Я надеюсь, что все-таки войны никакой не будет. Здесь с Дамиром Мавлеевичем... Идеологическая война, извините. Да. Конечно. Да. Без сомнения, конечно, это очень грустно, по большому счету, два братских народа, но вот сейчас в последние... Ведь итоги переписи населения, если посмотреть, да, 1989 год и 2002 год, там буквально несколько лет, и численность
татар сократилось там на более чем 150 тысяч, хотя примерно настолько же, где-то даже на 200 тысяч увеличилась численность башкир. Ну, вполне понятно, что численность башкирского населения как раз увеличилась за счет сокращения численности татарского населения. И значительная часть такого сокращения произошло именно в северо-западной части Башкирии. Что меня касается, то главным показателем опять-таки национальной идентичности, все-таки, я согласен с коллегами, является язык. Раз это население говорит на татарском языке, то, соответственно, в моем представлении это и есть представители татарского этноса. Другое дело, что в тот или иной период, особенно вот в 80-е годы, включался административный ресурс, и значительная часть татарского населения, идентичность у них менялась. То есть мы сегодня являемся свидетелями того, что та национальная идентичность, которая складывалась веками, ну, как минимум, начиная со второй половины XIX века, она сейчас у значительной части населения Башкортостана начинает меняться. С татарского на башкирское. Это факт. Хорошо. Мы сейчас должны прерваться. У нас будет 30 минут перерыва. Мы еще проговорим с вами далее. Северо-западный диалект башкирского. Все-таки это миф или правда? Мы поговорим дальше о проблемах. Не переключайтесь. Точка опоры сразу после новостей Татарстана. Инновации для будущего. 50 лучших идей года 2020 для Республики Татарстан. Лучшие из лучших. Смотрите 20 декабря в 15:00 на ТНВ. Что значит жить лучше? Вместе создавать дело, которым гордитесь. В Акбарсбанке расчетный счет, корпоративная карта и набор сервисов для успеха бизнеса. Акбарсбанк. Живите лучше. Если ваше чадо скачивает из интернета, это говорит о много. 30 гигабайт за 240 рублей в месяц, и у вас тариф много интернета от оператора «Летай». Подключай, качай, летай. С 17 по 26 декабря на втором этаже ДК «Химиков» выставка-продажа индийских товаров. Привет, мы команда Кваян и занимаемся изготовлением деревянных карт мира. Это простой способ разнообразить ваш интерьер. Выбери наше сочетание цветов или же создай ее сам, а подсветка точно не оставит ее без внимания. Закажи в декабре нашу карту и получи ночник в подарок. Выгодно вложите сбережения под 8,5% годовых с КПКГ «Госзайм». Казань, улица Марселя Салимжанова, дом 19. Магазин «Находка». Чудо, а не магазин. Вкусные бутерброды к новогоднему столу по народным ценам. Сыр российский «Мамадыш» 389. Салями экстра 99. Масло крестьянское ГОСТ 500 грамм 209. Шпроты 69 рублей. Айда в «Находку». Срок акции до 27 декабря 2020 года. Подробности у продавцов. Борын заманда bir йомшак шәһәрдә йомшак йортта яшәгәннәр дә йомшак мендәрләр. 23 декабрьдән Камал театрында Мендәр әкияте премьерасы. Сезне Кыш бабай белән Кара кызы да көтә. 6 яшьтән өлкәннәр өчен. Ихтибар, ихтибар! Республикада беренче тапкыр милли мультфест балалар кинофестивале уза. Татар телендә анимацион һәм кыска метражлы фильмнар, компьютер уеннары белән кызыксынасыңмы? Көтәбез! Гаризалар кабул итү башланды. 0+. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Wikimedia.ru Минем Татарстан бәйгесен игълан итә. Минем Татарстан. Эшләр 2020 елның 15 декабреннән 2021 елның 31 гыйнварына кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүматны Татарча Википедия сайтының хәзерге вакыйгалар бүлегендә таба аласыз. 0+. Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И вначале коротко обозначим главные темы выпуска. Большой итог, большие планы. Самое главное, за всеми свершениями стояли люди. Как оценили год столетия ТАССР и чего ждать в будущем, узнал Дмитрий Аренин.
доходы, цели и потери. Многим субъектам Российской Федерации нужно еще перенимать тот опыт, который есть в Республике Татарстан. В Казани отчитались о доходах и целях в экономике республики, о планах на постпандемийный год. Рамиль Шайдуллин. Доедут быстрее. Прибытие бригады на экстренный вызов составляет 20 минут, а на неотложную помощь 2 часа. Систему мониторинга работы бригад скорой помощи увидела Алия Хайрудинова. Гречка, рис с овощами или капуста и морковь на пару. Я люблю больше мяса, чем сырку. Как в казанских школах проходила дегустация овощных блюд, увидела Юлия Гоголева. И сказка, и космос, а вместо снежных фигур цветовые инсталляции. Очень красиво все нарядили, вообще красота, у нас самый красивый город. Какая она, новогодняя нефтяная столица республики, увидела Филюза Хамидуллина. Очередная высокая планка взята. Важно сохранить преемственность. Сегодня в Казани подвели итоги года столетия ТАССР и представили проект года родных языков и народного единства. Для этого на совместное заседание собрались оргкомитеты, а также Федеральный совет по межнациональным отношениям. Почему юбилей Татарстана стал знаковым для всей России и что ждать в будущем году, расскажет Дмитрий Аринин. Добрый день, Харликин. Уважаемые... Прошу прощения за акцент, но я научусь. Ничего, мы подучим вас. Так татарский язык все чаще звучит из уст федеральных чиновников, когда не с визитом в Татарстане. А празднование столетия республики стало по-настоящему событием федерального масштаба. Данное событие приобрело статус федерального праздника. Мы признательны нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за ту поддержку, которая оказывается нашей республике. Аплодисменты нашему президенту. Уровень мероприятий года столетия ТАССР останутся в доброй памяти татарстанцев. Как сегодня отметили федеральные гости, Татарстан уже давно стал примером добрососедства, прогрессивного развития и высокой организации международных мероприятий. И столетие это еще раз подтвердило. Несмотря на все трудности и испытания, с которыми в этом году столкнулась не только наша страна, но и весь мир, вы в очередной раз доказали, что для Татарстана нет невыполнимых задач и провели на достойном уровне все основные мероприятия, приуроченные к юбилею республики. Благодаря комплексному подходу и постоянному вниманию со стороны руководства республики, основные запланированные на этот год мероприятия были реализованы на самом высоком уровне. При этом в полной мере продемонстрированы традиционные культурные и духовно-нравственные ценности народов региона, уважительное и трепетное отношение к истории и традициям. Сегодня Татарстан является одним из самых привлекательных субъектов нашей страны. Старт празднования столетия ТАССР дали год назад, 19 декабря. В череде событий вручение юбилейных медалей, издание специальной монеты, гашение почтовой марки, эстафета флага по всему миру, десятки отремонтированных и новых социально-культурных и инфраструктурных объектов. Одно дело, которое великое, я считаю, великое, мы с вами сделали, до конца, может быть, даже еще и не осознаем. Нам с вами удалось поднять память и возродить культурное наследие нашего народа. Эти объекты, которые Болгар-Свияжск, которые стали и Казанский Кремль, они всемирной универсальной ценностью. За год 15 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 9 миллионов человек. Мы с самого начала работы поставили перед собой цель, чтобы атмосфера праздника дошла до каждого татарстанца, чтобы чувство гордости за свою родину, язык, нацию наполнило каждого жителя республики. Людям, внесшим особый вклад в развитие республики, сегодня вручили медали столетия ТАССР. Как отметили, празднование юбилея республики стало еще одним фактором многовекового единения народов. Будущий год родных языков и народного единства должен придать этому еще больший импульс. Вот, наверное, все-таки в этом наше будущее развитие языковой политики при поддержке, конечно, родного языка, государственного языка. Но когда люди одного региона будут говорить на языке друг друга, я думаю, что это один из самых таких
серьезных символов единения. Пристальное внимание уделят изучению родных языков. Для этого создадут специальные гранты и организуют конкурсы. В течение 2021 года проведут 150 различных образовательных и культурных мероприятий. Сегодня состоялся предметный разговор. Предлагаем к принятию план. Никаких вопросов, если будут возникать, можете вносить предложения. Мы с удовольствием рассмотрим и расширим те задачи, которые нам необходимо решить. Я обращаюсь к главам муниципальных районов городов. Такие же планы должны быть приняты на уровне наших муниципалитетов. Так, на волне высокой оценки уровня празднования юбилея республики планируют провести весь следующий год. В вопросе языкознания и народного мира и согласия Татарстан может в очередной раз показать пример всей стране и поспособствовать единению всей российской нации. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Минниханов вручил медали в честь столетия ТССР федеральным руководителям. Награды получили министр финансов России Антон Силуанов, руководитель федерального казначейства Роман Артюхин и заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Вальвач. Я уже слышу, Руководители сразу 3 федеральных ведомств прибыли в Татарстан на расширенную коллегию финансовых и казначейских органов. Министр финансов страны Антон Силуанов обратился к регионам, призвав не затягивать расходование бюджетных средств, не откладывать выделяемые федеральным центрам деньги на конец года, а быстрее вливать их в экономику, переживающую серьезный кризис. На что финансы будут работать уже в следующем году, узнал Рамиль Шайтулин. Определим задачи на 2021 год. Бюджет на следующий год уже принят, но нужно вновь сверить планы. В зале руководства республики главы министерств и ведомств России и Татарстана обсуждают, чему будет уделено внимание в следующем году. Важным направлением нашей работы является реализация национальных проектов. Все параметры должны быть исполнены. Средства, выделенные для их реализации, освоены до конца года в полном объеме. Я знаю, как поставлена эта работа в республике. На высоком уровне, сразу могу сказать. Многим субъектам Российской Федерации нужно еще перенимать тот опыт, который есть в Республике Татарстан, потому что он один из самых лучших. Как выяснилось сегодня, в ряде регионов проблемы с эффективным расходованием бюджетных денег. Нужно как можно быстрее использовать бюджетные средства, чтобы они не лежали до конца года, как вот в прошлом году это было, да и зачастую мы видим, как сейчас происходит. Деньги лежат, не используются, в конце года ищем, куда их пристроить. Ситуацию усугубляет общая беда – падение доходов на фоне пандемии. В результате, по прогнозам ФНС, в этом году бюджет недополучит больше 60 миллиардов рублей только от налога на прибыль. Основные причины снижения мной уже докладывались ранее. Это сокращение, в первую очередь, налоговой базы. При одновремении, к сожалению, рост убытков, вызванный снижением цен на нефть, сокращением объема производства, уменьшением выплат дивидендов и другими факторами. В коллегии участвуют не только те, кто находится в зале, на связи и все муниципалитеты. Ведь обсуждают сегодня вопросы, которые касаются каждого района и каждого жителя. Речь о национальных целях. Сохранение населения, здоровье, благополучие людей, развитие талантов, комфортная среда, цифровая трансформация. Эти сферы в этом году получили федеральную поддержку, благодаря которой доходы остались почти на уровне прошлого года, но собираемость упала в разы. Темп поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Татарстан ниже среднероссийского уровня. Чтобы улучшить финансовую дисциплину, в республике предлагают новый метод. Пользуясь случаем, обратиться хочу к вам, Антон Германович, если вы позволите, с просьбой поддержать предложение республики о внесении изменений в федеральное законодательство в части отказа от предоставления государственных услуг лицам, имеющих налоговую задолженность. Там, где есть долги, конечно, государство не может какие-то субсидии давать. Надо... Отношения должны быть правильные и с той, и с этой стороны. Следующий год в Татарстане также пройдет под знаком помощи бизнесу. Заработает новая патентная система, освобождающая от уплаты ряда налогов. По каждому виду деятельности будет определен потенциальный возможный доход, и, соответственно, по нему уже в рамках законодательства будет определен размер того платежа, который будет платить предприниматель, который пойдет на эту систему налогообложения.
Завершилась коллегия награждением лучших финансистов республики. Впереди непростой год, постпандемийное восстановление экономики. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. В Татарстане будут полностью выполнены задачи, которые ставили при принятии бюджета текущего года. С одним из главных пунктов своевременной выплаты заработной платы бюджетникам справились на 100%. О финансовых особенностях этого года в интервью Алии Хайрудиновой рассказал министр Радик Айзатуллин. Радик Рауфович, здравствуйте. Здравствуйте. Радик Рауфович, этот год выдался непростым, и хотелось бы узнать, в чем особенности исполнения бюджета текущего года и на какие области финансовой системы особенно повлияло распространение коронавирусной инфекции. Да, действительно, этот год был необычным. С марта месяца начали уменьшаться поступления доходов. Это было связано с тем, что есть определенные объективные или причины тому, что повлияло это сокращение объема добычи нефти, связано с решением ОПЕК. Также резкое снижение цен нефтехимической продукции. И тем самым у нас вот именно конец марта первого квартала и апрель месяц это самое большое было уменьшение налога на прибыль. Если сравнить с прошлым годом, то объем налоговых и неналоговых доходов в прошлом году составил 299 миллиардов рублей, то в этом году его поступление мы ожидаем порядка 251 миллиард рублей. В основном это снижение получается за счет налога на прибыль. А второй основным источником для бюджета республики, для консолидированного бюджета является это налог на доход физических лиц. Его объем мы ожидаем в объеме порядка 81 миллиарда 700 миллионов рублей. Это, в принципе, уровень прошлого года. В республике будет полностью выполнены те задачи, которые поставлены в утвержденном бюджете, те задачи, которые поставлены нашим президентом. Задача номер один – это обеспечение своевременной заработной платы в бюджетной сфере. Это, я считаю, в принципе, сегодня уже можно уверенности сказать, полностью мы обеспечиваем. Учитывая все сложности доходной части бюджета, за счет каких средств финансировалась его расходная часть? В основном это вот остатки на начало года и те поступившие средства от налогоплательщиков. Объем остатки на начало года у нас в консолидированном бюджете остаток составил 45 миллиардов рублей. А что касается поступления налогоплательщиков, объем мы ожидаем порядка 251 миллиард рублей. И плюс была оказана финансовая помощь со стороны федерального бюджета именно на покрытие наших недостатков. Это 22,3 миллиарда рублей финансовой помощи, плюс 2 миллиарда кредит нам дали, льготный кредит дали. Несмотря на все сложности, бюджет на следующий год принят, и какова готовность к его исполнению? Те задачи, которые именно в законе отражены, они доведены до всех министерств и ведомств. И тем самым, в принципе, Министерство финансов Республики Татарстан готов с 1 января, уже подготовлен бюджетный роспись, в полном объеме начать финансирование следующего года. Сегодня многие бюджеты районных городах также утвердили. До 20 числа они должны полностью принять бюджеты, утвердить, опубликовать. Я думаю, вот и на местном уровне, и на республиканском уровне будет полная готовность именно с Нового года начать полномасштабное финансирование следующего года. Радик Рауфович, большое вам спасибо за интервью. Спасибо вам большое. Сегодня Рустам Минниханов во второй половине дня провел ряд встреч. В Доме правительства он встретился с председателем правления корпорации «Баркли» Леонидом Казинцевым. Обсудили взаимодействие в сфере строительства. Позже президент встретился с председателем научно-технического совета военно-промышленной комиссии России Юрием Михайловым. Обсуждались вопросы развития республиканских предприятий ОПК. Роспотребнадзор переходит на новогодний антиковидный режим работы. С 1 по 10 января мобильные бригады будут выезжать с проверками на елке. О эпидситуации за 2 недели до Нового года и как правильно проводить корпоративы, расскажет Наталья Мезина. Новый год – самый долгожданный праздник для детей и для взрослых. И, конечно же, несмотря на коронавирус, он все равно состоится. Главное для проведения корпоративов в этом году – выбрать правильное помещение. А согласно последним рекомендациям Роспотребнадзора, в кафе и ресторанах должно быть не менее 4 квадратных метров на одного человека.
Не ограничивать, а создавать безопасные условия при проведении корпоративов. Президент накануне отметил, главное – дисциплина. Нельзя ограничивать людей. Новый год он есть. Лучше договориться, сделать так, чтобы и учитывать интересы наших граждан, чтобы и Новый год праздновали, и обеспечили безопасность. Соблюдать строгие санитарные меры просит и Роспотребнадзор. Если все-таки корпоратив будет проводиться, лучше это сделать все-таки в том месте, где это будет наиболее безопасно. То есть мы здесь, конечно же, исключаем посиделки на работе. Уже со следующей недели Роспотребнадзор откроет горячую линию для жалоб о нарушениях. В местах массовых скоплений, елки, ледовые городки, концерты с 1 по 10 января будут работать мобильные бригады с проверками. Сейчас Татарстан относится к одному из самых стабильных регионов по ковид-обстановке. О стабилизации ситуации с коронавирусом в целом по стране накануне во время прямой линии говорил и Владимир Путин. Вводить локдаун нет необходимости. Я рассчитываю, что в течение ближайшего полугодия так или иначе ситуация будет меняться в лучшую сторону. И в этом должна помочь вакцинация. В Татарстан поступили 2900 доз спутника ВИ. Сейчас прививают медиков, учителей, работников транспорта. К массовой вакцинации идет подготовка. Уже есть объемы вакцины, которые поступят в первом квартале текущего года. Речь идет о спутнике ВИ. Как только он поступит в полном объеме, который будет достаточен для социальных категорий, уже начнется массовая вакцинация жителей. Сейчас на борьбе с пандемией в республике задействовано более 8000 медиков. И при необходимости Минздрав готов увеличить эту цифру. Наталья Мезина, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Накануне Владимир Путин заявил, к Новому году всем семьям с детьми до 7 лет будет выплачено по 5000 рублей на каждого ребенка. Как сегодня сообщили, Пенсионный фонд единовременную выплату перечислит беззаявительно. Однако есть исключения. Если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года, если родители не обращались ни за одной из выплат, если банковский счет был закрыт, то нужно подать заявление. Это можно сделать до 1 апреля. Теперь жители Татарстана могут в реальном времени отслеживать, где сейчас едет вызванная ими скорая помощь. В республике сегодня заработала интерактивная геокарта. По ней пациенты видят, через сколько прибудет карета. Систему разработали и запустили по поручению президента Рустама Минниханова. Все по национальному проекту здравоохранения. Подробности у Али Харудиновой. Здравствуйте. Что случилось у вас? В смене на станции скорой помощи Казани одновременно 15 операторов. За сутки они обрабатывают 1500 звонков. Оператор спрашивает, какие жалобы, записывает адрес, формирует повод к вызову. Его сразу видят фельдшеры по управлению бригадами. Оперативное отделение «Мозг» скорой помощи. Именно сюда поступают все вызовы, а дальше их распределяют по бригадам. И в помощь старшему врачу вот эта карта, где обозначены все машины скорой помощи, причем в разной цветовой гамме. К новой интерактивной карте подключены 364 бригады скорой помощи, из них 80 в Казани. Система обеспечивает прозрачность работы скорых. Можно зайти на сайт госуслуг, найти специальную вкладку и посмотреть, сколько карет сейчас в рейсе. Пока для корпоративного использования, для руководителей, для министерства, чтобы отслеживать вообще всю деятельность скорой медицинской помощи. Какие вызова, сколько бригад сегодня функционирует, где они располагаются. 11 на вызов, 11. Бригады работают с планшетом. Туда приходит вся информация о вызове, данные пациента, жалобы. Через него фельдшер сообщает время прибытия и отбытия. Уже к началу следующего года интерактивная карта передвижения скорых станет адресной. Татарстанцы смогут отслеживать приезд бригады, отправленной по заявке больного. Вам приходит, во-первых, СМС с конкретным QR-кодом, с ссылкой. И второй момент – это вам голосовой помощник наш Лиля по телефону дозвонится до вас и говорит, что на ваш вызов назначен автомобиль такой-то, который прибудет к такому времени. В случае переназначения вызова на другой автомобиль с пациентом также свяжется бот Лиля. Интерактивную карту по поручению президента Рустама Минниханова разработали за 1 неделю. К ней подключены все станции скорой помощи городов и районов Татарстана. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань.
Реализацию изменений в Конституцию России как на федеральном, так и на региональном уровне обсудили сегодня на заседании Президиума Совета законодателей. В онлайн-конференции принял участие председатель Госсовета Фарид Мухаммеджин. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая призвала регионы активнее вести разъяснительную работу по имеющимся социальным льготам. В частности, размещать актуальную информацию на электронных ресурсах и в местах публичного пребывания людей. К другим темам. Выбор за учениками. Сегодня сразу в 6 школах Казани провели дегустацию овощных блюд. Все для того, чтобы выбрать лучшее сочетание продуктов и ввести их в меню. Пока же в среднем 20% продуктов не уходят в отходы. Чтобы такого не было, изучают предпочтения самих школьников. Юлия Гоголева увидела, как приняли новинки в школьной столовой. Приглашаем на дегустацию. Сегодня у нас представлены 3 блюда. Дегустация в столовой – признак надвигающейся демократии, шутят старшеклассники 145-го лицея. В прошлом году они уже голосовали за лучший рецепт котлет. Сейчас овощные новинки. Понравились все блюда, в особенности брокколи и цветная капуста. Я дома питаюсь овощами, тоже цветной капустой, брокколи, фасолью, поэтому мне очень понравилось. Как отмечают в комбинате школьного питания, старшеклассники, особенно девочки, овощи сейчас едят охотнее, чем рыбу и мясо. За фигурой следят. Среди мальчишек таких меньше. Я люблю больше мяса, чем сырку. Но всем не угодишь. Есть и те, кто дегустацию сегодня проигнорировал. Не переношу. Что именно? Большую часть овощей. Участвовать в дегустации сегодня предложили и журналистам. И что я могу сказать? Лично я фанат здорового питания, фанат овощей, поэтому мне понравилась и гречка с овощами, и рис с овощами, и даже паровые брокколи и морковь. И все свои смайлики я разделю равномерно, каждому по одному смайлику за каждое из блюд. Вопрос школьного питания на контроле президента. Оно не раз становилось темой республиканских совещаний. Дело в том, что жалобы продолжают поступать. То еда остывшая, то котлеты повара накладывают руками. Мы стараемся изучать спрос или предпочтения учащихся, и поэтому периодически пытаемся включить новые блюда или обновить меню. По итогам сегодняшней дегустации из 3 овощных блюд победил рис с отварной фасолью и кукурузой. Его в ближайшее время также включат в меню для учеников старших классов. Юлия Гоголева, Вадим Иларионов, ТНВ, Казань. Как национальный проект «Демография» и ледовые машины подвели чиновников Минспорта Татарстана под уголовку, читайте об этом в интернет-газете «Реальное время». Альметьевск в огне. К Новому году нефтяную столицу нарядили до неузнаваемости. Если раньше оформляли лишь центральные улицы, то сейчас изменения коснулись каждого уголка города. Теперь сюда любоваться красотой и окунуться в атмосферу наступающего Нового года приезжают даже из соседних районов. Как в Альметьевске смогли совместить национальный колорит с футуризмом, расскажет и покажет Филюза Хамидуллина. Улыбочку. Главная елка в этом году, как фотозона, говорит Гульназ Шакирова. Они живут рядом с площадью нефтяников. Ее в этом году не узнать. С детьми пришли сфотографироваться, посмотреть. Очень красиво все нарядили. Вообще красота. У нас самый красивый город. Весь Альметьевск как в огне, а у каждой улицы своя тематика оформления. Сквер Каракуз в футуристическом стиле, каскад прудов, как лесная сказка. Здесь и алые паруса, и разводные мосты, и царевна-лягушка. Это центр города, площадь Ленина. Ее украсили в национальном стиле в честь столетия ТАССР. Узоры, герб, здесь история татарского народа и колорит. От истории к звездам, а это уже улица Гагарина. Здесь словно попадаешь в космос. Планеты, звезды, солнце. Благодаря современным инсталляциям обычная улица засияла. Здесь только хожу по Гагарина, все, как говорится, по теме. Все по теме во дворце юбилейной. Грозный металлический бык. Не только символ предстоящего года, но и хоккейного клуба «Нефтяник». Нам очень нравится город. Веселый. Его к празднику прям вообще нарядили как елку. Вообще красивый город. С каждым годом все красивее и красивее. Этих фигурок в прошлом году не было. В этом году очень яркие фигуры. Детям очень нравится. В этом году все работы по оформлению города взяли на себя нефтяники. Дизайн разрабатывали местные компании. В этом году руководством компании было принято решение привлечь местных работников, рекламщиков и так далее, для того, чтобы они смогли показать себя, свою работу. Вечером вообще ходишь прямо не знаю где, как будто не у нас даже, как будто я за границей хожу. Чтобы Альметьевск засиял, в городе украсили более 30 площадок, установили около 20 елок. Все это будет радовать жителей до весны. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск.
На этом у нас все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Что значит жить лучше? Мечта, которая превращается в цель. Цель, которая находит вдохновение. Вдохновение, которое переходит в ресурс. Ресурсы, которые становятся возможностью. Возможностью понять. Жизнь не черновик. Акбарсбанк. Живите лучше. Сейчас правильно отдыхать у себя. Климат свой, родная среда, настоящий комфорт, все экологично. Все вопросы решат при мне лично. Медицина, бассейн, лечение подобрано. Здесь лучшие кадры персонала собраны. Телефон 386398. Здоровье и силы обратно привозим. Санатории компании «Татнефть». Курс на здоровье. В автоцентре «Марка» Nissan Тирана, Qashqai и X-Trail с выгодой до 249 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Здоровые кости и суставы – залог бодрого самочувствия. Санаторий Шифаласу и Жминводы предлагает уникальные лечебные программы опорно-двигательной системы, здоровых суставов и легкой вам походки. Вот, стоит за дверью Новый год. И Фармленд гостей на праздник ждет. За покупки фирменный презент. Приходи, Фармленд. В аптеках Фармленд вас ждут подарки за покупки. А то старый год уже западал. Если ваша любимая болтает и болтает и болтает по телефону, это говорит о много. 500 минут по Татарстану за 350 рублей в месяц. И у вас тариф много минут от оператора «Летай». Подключай, болтай, летай. Поздравляем с новосельем, доченька. С новым счастьем. Почувствуй праздник, когда у детей есть своя квартира. Спешите видеть! В Казанском цирке с 18 декабря новогодняя программа «Звери, цирк и Дед Мороз». В студии София Егорова. Здравствуйте! О погоде поговорим через несколько секунд. Время новогодних подарков от Данил Мастер. Только до 31 декабря при заказе шкафа-купе «Комод» в подарок. Данил Мастер, телефон в Казани 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево облачно и морозно, -16. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге, несмотря на безоблачное небо и яркое солнце, ожидается значительное понижение температуры до -15. Мороз и солнце в Агрызии, Менделеевске, Актаныше. Днем до -15-17 градусов. В Арске, Кукмаре и Балтаси ясно, без осадков и холодно. -17-18 градусов днем. В Болгаре, Дрожжином и Буинске днем возможны осадки. Значительно похолодает до -16. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше жителей ожидает морозная погода и без осадков. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Прямо сейчас запишитесь на прием в «Доктор Ост» за полцены. Новый дилерский центр УАЗ и Форд на Сибирском тракте 59. Спецпредложение для вас. Луидор, Казань. Спонсор прогноза погоды – компания «Луидор».
Компания «Луидор» – новый официальный дилер УАЗ и «Форд» в Республике Татарстан. Вас ждут в автосалоне «Луидор» в городе Казани на Сибирском тракте 59. В Казани облачно, ожидается небольшой снег. Ночью около -14, днем уже 17 мороза. Ветер восточный слабый, атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Магнитное поле Земли спокойное. БТИ Республики Татарстан. Оформим дом под ключ. Все виды кадастровых работ. 8 800 333 14 76. Стойте! Если делать по уму, в БТИ пора ему. Оформление прав собственности на недвижимость. Главное – порядок в документах. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму. Добрый вечер. Это программа ток-шоу «Точка опоры». И сегодня мы говорим о том, есть ли проблемы с сохранением татарской национальной идентичности в регионах Российской Федерации. В студии сегодня Альфред Бустанов, Светлана Спирина, наши уважаемые эксперты. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 554 56 10, код Казани 843. Звоните, задавайте свои вопросы. И в это же время у нас идет интерактивное голосование. Звучит вопрос также, есть ли проблемы с сохранением. И сейчас мне подскажут, что больше 60% дозвонившихся, принимающих участие в голосовании, ответили, что проблема существует, 60%. Остальные считают, что проблем нет. Но мы остановились, первые полчаса мы уже говорили достаточно емко и дискутировали, и дебатировали, остановились на достаточно острой теме. Нормальные и ненормальные татары, в том числе и в Башкирии. Вот, Ремзис Салихович, как ваша позиция по этому вопросу? Вот здесь прозвучали интересные, яркие, резкие слова, что идеологи воюют. Война, битва идеологии, политтехнологов. Я, конечно, не согласен с этим. Я единственный тут среди вас татарин из Башкирии. И в моем Бишбулякском районе никакой идеологической и другой войны, и даже дискуссий нет. Я из деревни Дюсянова, татарской деревни. Рядом у нас деревня Бекулова-Канкава, в одном же колхозе раньше были. Отец у меня был председателем общего колхоза. И я жил вместе с отцом и матерью в башкирской деревне. И когда стукнуло мне 7, меня отвезли в мою деревню, чтобы на родном языке, в родной деревне учился я. Так и теперь осталось. Вот та проблема, о которой мы говорим, это не башкиризация, это попытка сфальсифицировать, изменить данные, статистические данные. И это продолжается лет 50-60 активно, и это начинали чиновники татарского происхождения, которые руководители Башкортостана, в том числе секретарь по идеологии обкома Ахудзянов, мой земляк и товарищ был, хороший писатель, хороший человек. Поэтому корректировка это нужна была в других целях. Мы знаем, что там 12-15% когда-то было, маловато было башкир тогда. Ну и теперь, конечно, есть республики с небольшим количеством, мы теперь довели до 28%. Это не проблема, я считаю, и действительно, вот как я скажу, вот моей снохе Зинги, Таусия Зинги, меня вырастила жена моего старшего брата Таусия Зинги, башкирка из башкирской деревни. Или мои друзья, в нашей деревне 4 башкирские, в нашем районе деревня, Бекол, Канкай, Азнай и Кашкын. Вот там есть, мы знаем, они башкиры. А мы, оставшиеся, остальные татарские деревни, они переехали в 18 веке из Сармановского района. Поэтому вот эти попытки изменить статистику нужно для политических игр. Это политтехнология. Я договорю. Извиняюсь, я должен прервать. Зачем прерывать? Ваш дядя объявлен башкиром. И в вашем родном селе в школе уже преподают башкирский язык, как по пожеланию родителей. Это разве не есть прямое давление для изменения идентификации? То, что в Башкирии башкортостанский республиканский язык учат всем подряд, это одно. Мои односельчане, никто из них себя не изменил национальности, и все татары Башкортостана за 50 лет не изменили своей идентичности. А что касается изменения вот этой статистических данных, я думаю, что это поддерживается еще определенными кругами, которым нужно, чтобы башкиры и татары поссорились, чтобы две республики доказали свою несостоятельность, чтобы их ликвидировать. Поэтому мне категорически
хочется сказать, чтобы как бы башкир не потеряли своих башкир. Уральские районы, настоящие башкиры, разбавленные миллионами или сотнями тысяч татар, они кем будут? Почему мы не говорим о настоящих башкирах? Их надо действительно... А что касается языков, то тут вообще интересно. Я предлагаю, и многие так считают, что татар, говорящих на родном языке, можно считать, наградить сертификатом, что они владельцы башкирского языка. И наоборот. Поэтому татаро-башкирские языки у нас 52, почти 60% есть. И поэтому эта политтехнология направлена для того, чтобы наши республики дискредитировать. Ничего, я надеюсь, не получится. Но что касается фальшивой переписи, доверия к ним не будет никогда. И это было и в прошедшие годы. Только в 1989 году, когда демократии было больше, когда не было административного ресурса, реальная цифра татар Башкортостана написана, где-то там 1 100 000, и то еще там не полностью. Поэтому я думаю, что все это жизнь покажет, что татары останутся татарами, башкиры останутся башкирами. Дай Бог, чтобы мы продолжали жить так, как до этого жили. Все-таки сказали много оппонентов. Вот... Бурайский район, да, он, например, недавно была одна публикация о том, что... В тех районах башкир нету, в моем районе. Я просто для примера, я вас не перебивал, секунду, ладно, я все понимаю. Да. Там до... Там просто татарский район. Амджарабай, я вас не перебивал, секунду, ладно. Вот до переписи населения 1989 года там процент татарского населения составлял более 60%, 62-63, что-то такое, да. Наконец, это так нарисовали. Нет. Это как раз процент татарского населения. А вот итоги переписи населения 2002 года, там уже численность татарского населения уменьшилась до 10%. И, соответственно, резко увеличилась численность башкирского населения. Вопрос возникает, да? Дело не только в том, что какие-то политтехнологии, дело как раз, еще раз повторюсь, все дело в том, к сожалению, что в настоящее время там идет процесс смены национальной идентичности у значительной части татарского населения. И это факт. И теперь еще... Я не слышу, что меняли идентичность. Мы сейчас не только про это говорим. Сейчас... Но это взаимный процесс. И теперь по поводу того, что необходимо повышать численность башкирского населения. Вот, например, наши башкирские коллеги, политтехнологи те же самые, они одним из главных аргументов приводят, будто бы, да, там в начале 20 века на территории современного Башкортостана проживало всего 5% населения татар. Всего 5% населения Башкортостана были татарами. Вот вся идеология этой политтехнологии, она как раз, на мой взгляд, она направлена на это. Понимаете? А не то, чтобы немножко приподнять численность, ну, скажем так, как принято говорить, титульной нации этой республики. Тут возникает очень сложный вопрос. Валерий Тишков предлагал ввести категорию татар-башкиры, имея в виду, прежде всего, вот эту зону северо-западную. Но он не объяснил нам, что будет, когда эта категория реализуется во время переписи, ибо это смешанное население все равно должно обучаться на каком-то языке. Да, и вот если бы мы такую категорию получили, неразделенную, она реально существует вообще-то, но она татароязычная из татарской культуры. Даже если получим такую группу, потом башкирское руководство или власти могут сказать, а там башкиры есть, значит, будем обучать их на башкирском языке. И вот представьте, огромное число сел, где вот такое население живет, и начнут школу делить. Они что, топором, что ли, будут делить? Это население разделить невозможно. И вот поэтому сложная проблема просто так не решается, как думают некоторые башкирские политтехнологи. Главный вопрос возникнет после переписи. Что дальше делать? А что такое все-таки тогда северо-западный диалект башкирского языка? Если уж мы к этому пришли... На мой взгляд, это традиционно татарский язык. Ну, конечно, с местными особенностями. В большом языке всегда есть местные особенности, и они и тут есть. И этот фактически вот... Эти говоры, Менделинский говор, он начинается с востока Татарстана и идет еще дальше. Если посмотреть, фактически некоторые элементы этого языка буквально до Сабинского района доходят. И это становится причиной, чтобы говорить, что башкирские земли, они простираются вплоть чуть ли не до Казани. Да? И
Почему бы мы же, татары, не объявили башкирский язык юго-восточным диалектом Почему ты не объявляем? Почему мы не объявляем башкирский язык диалектом? Это язык наших предков, тюрков, татар, средневековья. Почему? Мы можем считать, пусть считают нас диалектом башкирского языка. Мы можем таким же успехом считать башкирский язык. Нет, мы воздерживаемся, но один зарубежный языка. ученый сказал, что башкирский язык является диалектом татарского языка. Это написано и опубликовано. Ну, вообще-то, коллеги, вам не кажется, что это вопрос надуманный? Если татарский и башкирский язык настолько близки друг к другу, может быть, пусть хорошо, что татары знают башкирский язык, это обогащает их мировоззрение? Это близости языков и национальностей. Клим Салевич, речь ведь не об этом. Мы, например, с глубоким уважением, без сомнения, относимся к братскому народу. Да? Мы с таким же уважением относимся к культуре, к языку этого народа. Единственная проблема в том, что мы требуем обратного процесса. Мы требуем такого же уважительного отношения к нашему языку, к нашей культуре и носителям нашего языка, татарам, которые проживают на территории северо-западной части Башкирии. Объявляет своим, пусть теперь обучают в школах, пусть издают книги, ставят театры, спектакли. Впрочем, театры, кстати, вот недавно сказано было... Извините, театры есть, газеты есть, журнал есть, татарский есть. Значит, можно изучать. На языке есть возможности. Татар, башкир, есть театры. Хорошо, спасибо. Буквально короткая реклама. Еще раз мы прервемся и потом продолжим. У нас очень острые споры разгораются. Акция на ТНВ «Made in Татарстан» сделана в Татарстане. О тех, кто созидает, и о тех, кто вместе с нами меняет мир к лучшему. Хезмет хокукимеде. Кредит түләп булмый. Банкрот центрга шалтыратырга вакыт. Все в порядке? Кожа очень чувствительная, сохнет невыносимо. Попробуй родовит актив. Защиту своей кожи от сухости в любую погоду доверяю ему. Утка рождественская с яблоками, горбуша под сыром, шашлычок с овощным салатом. С находкой праздник значит выгода. Утка и шашлык-барбекюшка из свинины по 199 рублей за 1 килограмм. Горбуша 239 рублей. Находка. Ждем в гости. Срок акции до 27 декабря 2020 года. Подробности у продавцов. С 17 по 26 декабря на втором этаже ДК «Химиков» выставка продажа индийских товаров. Информационное агентство «Татар-Информ». Новостная лента длиною в 30 лет. Сенсация! В Казанском цирке новогодняя программа «Звери, цирк и Дед Мороз». Татарстан Республикасы президенті қаршындағы татар тілін сақлау һәм үстіру мәселелері комиссиясы һәм Wikimedia.ru «Минем Татарстан» бәйгесін иғлан итә. «Минем Татарстан». Эшләр 2020 елның 15 декабреннән 2021 елның 31 гыйнварына кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүматны Татарча Википедия сайтының хәзерге вакыйгалар бүлегендә таба аласыз. 0+. Очевидно, что вопрос о нормальных и ненормальных татарах Башкирии, он заслуживает отдельной передачи, но мы движемся в Саратов. И с нами на связи по скайпу Дауд Рифатович Давыдов. Помощник депутата Саратовской областной думы. Добрый вечер, Дауд Рифатович. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Как живется в Саратовской области татарам? Какие проблемы существуют, на ваш взгляд? Или вот мы сегодня обсуждаем, есть проблемы в ряде регионов. А как у вас? Ну, как живется? Живется, как и всем, да, не совсем, есть, скажем так, сложности, есть проблемы, но, на мой взгляд, исходя из моего опыта, да, и то, что большая проблема существует сейчас, по крайней мере, ну, я думаю, что не только в нашем регионе, а во многих других, среди татар, это разобщенность. Вот, то есть та разобщенность, которая не зависит от знания или незнания языка, как сейчас поднималось здесь, да, на передаче экспертами. То есть, несомненно, да, знание языка татарского, оно важно, потому что, как было сказано перед этим, то, что одним из факторов самоидентичности
это была культура, да, но, скажем так, незнание татарского языка, оно, конечно же, ну, будет сложно сохранить свою культуру, культуру своего народа, да, но никак, ни в коем случае не самоидентичность. Это вот, ну, скажем так, исходя из нашего опыта здесь, да, потому что и из истории, да, как было сказано тоже, что и история входила в фактор знания языка, вера и культура. Поэтому, если, скажем так, выводить эту проблему и выходить из того, что ставить ставку на изучение знания языка, да, это важно, нужно, но это не, скажем так, это будет как средство, которое поможет нам сохранить свою культуру. Но наша самоидентичность же состоит не только из культуры, и есть и другие факторы, да. И если брать историю и смотреть историю там семьи каждого, да, татарина, либо там в общем, что основным фактором, по крайней мере, по моей линии, да, по моей, там, скажем так, истории моего рода, является все-таки сохранение самоидентичности, все-таки является вера. Поэтому здесь вот говорить однозначно о том, что знание татарского языка является сохранением нашей очень важное наблюдение, что вот знание языка не только в этом заключается, но еще должны быть какие-то смыслы и концепты внутри, исключить эту разобщенность, прийти к этому единению. Я сейчас предлагаю, если мы уже идем географически, да, мы отправимся еще и в Ульяновск. Сейчас на связи Радик Мансурович Гафуров, предприниматель, общественный деятель. Есть у нас, Радик Мансурович, вы нас уже слышите? Да, Радик Мансурович, добрый вечер. Вы все-таки дождались. Мы планировали, что вы выйдете в эфир раньше, но вот получилось так, что обсуждение яркое, горячее. Какие проблемы, как вы себя чувствуете, как татары чувствуют себя в Ульяновске? И что бы вы могли сказать, возможно, на ту из тем вопросов, какие мы обсуждали сегодня в программе? Есть пометки, заметки? Вас не слышно. Включите звук, пожалуйста. Так? Вот так. Да, слышно. Салам алейкум, сестра. Спасибо за прямой эфир. Это в наше время смело. И татары Ульяновска, как и все татары, думаю, чувствуют себя прекрасно, потому что татары народ оптимисты, и надо такими же продолжать оставаться. Я бы хотел вот про проблемы регионов свое мнение сказать. Регионы сейчас это же не только Россия. Регионы это сейчас весь мир. Татары живут по всему миру, перемещаются по всему миру, и культурный код, взаимодействие культурного кода происходит в зависимости от этих перемещений. Я сам вырос, родился в Ульяновске, детство там, каждое лето провел в Мезенинском районе на родине в АНИЭМ, а тем у меня с Дрожжановского района. До 2008 года жил в Ульяновске на полной основе, а потом переехал в Казань на 50%, в 2015 переехал в Москву на 30%. У меня сейчас вообще 3 города присутствия. Я постоянно нахожусь в Ульяновске, в Казани и в Москве. Вот между 3 городами курсирую. И везде общественной жизнью занимаюсь, с татарской проблематикой сталкиваюсь. И мне кажется, неразрешимых проблем нету. Язык, я считаю, что это, конечно, важная история, но язык это не является определяющим культурным кодом. И если посмотреть, кто знает компанию Neuralink, Илон Маск, он в ближайшее время там сверхширокополосный нейроинтерфейс выпускает. Чип вставили в голову, язык знаем за какой-то промежуток времени. Важнее того, что дает нам Татарстан и вообще, что мы как нация даем, как мы выращиваем лидеров. Потому что надо смотреть на социальные тренды и на технологические тренды. История — это основа для того, чтобы в будущем как-то изменить на основе того, как мы исторически жили. И здесь бы я вам предложил больше рассуждать все-таки на тему, как мы прогнозируем выращивание новой элиты, и эту элиту, да, какие культурные коды, какие технологические коды, какие экономические коды, какие коды социального взаимодействия мы в нее закладываем. А сейчас, например, вот Татарстан — это абсолютно закрытая система, в отличие, например, от других успешных регионов.
Радик Мансурович, спасибо. Да, спасибо. Интересное мнение. Вас услышали. Вот мы сейчас послушали, да, представителей регионов. Есть. Я не согласен. Татарстан не закрытая система. Есть интернет, есть Конгресс татар, его сайт и другие. Куча СМИ, ТНВ есть. Как закрытость? Вот телевидение наше. Татарстан и татарский народ сейчас абсолютно открыт. И экстерриториальные явления, как язык, культура, доходят до всего татарского мира. Почему этим мы не пользуемся, не знаю. Айрат, а вы вот против? Надо сказать, Не что... согласна. Надо спросить у татар, которые говорят на татарском языке, нормально ли, вот, если их там внуки там, забудут татарский язык, нормально ли они себя будут чувствовать, говоря только на русском языке, да, то есть спросить у татар, говорящих на татарском языке, нормально ли для них это явление, мы слово «нормально» постоянно, да, говорим. Употребляем. Да, употребляем. То есть на самом деле татарская идентичность, она многообразная. Для кого-то важен вот набор, религия, культура там и, например, надеть тюбетейку, да, ошта, да, а для кого-то важен язык и только язык, да, допустим. То есть наборов этих очень-очень много. И люди могут курсировать между этими наборами. Но нужно сказать, что язык можно нарабатывать в течение жизни. Человек, у которого высокое историческое самосознание, он знает там литературу на русском языке, Тукая читал, да, но он все равно там и в 30, и в 40 лет он может выучить язык. Ему будет сложнее, но он выучит. Хорошо. Но мы сейчас вот услышали, увидели небольшую только палитру регионов. На взгляд наших экспертов, где все-таки проблемы ощущаются, на ваш взгляд, более вот всего? Тут прозвучал важный момент. Это вообще-то татарский мишарский взгляд был здесь отражен. Именно у них на первое место вышло религиозное сознание. И это не случайно. Они живут достаточно дисперсно. И у них этническая культура плохо сохранилась. Да, она и не была у них слишком мощной. И из-за этого они сейчас уцепились вот за религиозный фактор. Но религиозный фактор, он является глобалистской тенденцией и очень быстро может смыть этническое начало. Это очень опасная вещь. Поэтому мы, если будем цепляться только за этот фактор, мы очень быстро перестанем существовать. То есть татары боятся глобальности, глобального мира Такого и рода глобальности должны будет закрыться например, в той самой закрытой системе, про которую наши коллеги из Ульяновска переписи говорят. прошлых лет в Московской области, Ханты-Мансийском округе, в Тюмени довольно высокие цифры. Динамика татар в некоторых регионах растет, а в других падает. Вот покажите вот нам, это у нас вот, данные вот как раз переписи есть до мы можем 2010 сейчас каждый года. у себя в деревне посчитать своих татар и посмотреть, где погибает, уничтожается или исчезают, а где прибавляет. Да, вот мы видим, да, после Татарстана, где Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область, Ульяновская область очень много, Тюменская область, Бесх мало. Перепись 2010 года, да, вот долю мы все это видим, долю населения. Можно тоже реплику одну. Я вот здесь в продолжении то, что говорил Дамир Мавлевич, он поднимает очень важную проблему. Для чего нужна национальная идентичность? Что первично, национальная идентичность или конфессиональная идентичность? Да? Я здесь поддержу и добавлю следующее, что, к сожалению, надо констатировать, если мы не будем развивать национальную идентичность, то на первый план будет выходить конфессиональная идентичность, клановая идентичность, родовая идентичность и так далее. Этих идентичностей в жизни Конечно. огромное количество. Поэтому, на мой взгляд, что формирование национальной идентичности на сегодняшний день является, ну, наверное, первостепенно. Теперь тот вопрос, который вы задали, в каких регионах ситуация тяжелая. Ну, в Астраханской области ситуация на сегодняшний день, наверняка, я не скажу самые тяжелые, но достаточно вызывает много опасений. Во-первых, это связано с тем, что если в современном Башкортостане идет процесс смены идентичности у татарского населения, точно такие же процессы идут в Астраханской области. Там идет смена идентичности у астраханских татар. В частности, здесь очень большую роль играют политтехнологи, так корректно их назовем, из числа нагайцев. И те печальные события, которые были в последнее время в Астрахани, без сомнения, они являются одним из симптомов вот тех настроений, Какие которые... события имеешь в виду? А то, что памятник Тукая сквернен. Да. Извиняюсь, не только там Тукая, же не только но Тукай, и кстати, был, да, и нагайского писателя. интеллектуала. Но здесь тоже. проблема в том, что я там в прошлом году присутствовал на круглом столе, и я, к сожалению, для себя обратил внимание, что нагайские политтехнологи объединились с шовинистами, и, в общем-то, это такой вот результат, который достаточно является очень печальным. Я в связи с этим просто не могу представить, чтобы в Республике Татарстан подобные явления произошли
сегодня или в ближайшем будущем, это показывает настроение, которое в регионах на сегодняшний день существует. Вот здесь я поддержу. Одно из последствий разрушения этнического начала обязательно будет усиление фашизации общества. И мы знаем это и по религиозному фактору. Когда у нас ваххабизм усилился, когда этническое начало обессилило, вот тогда ваххабизм и усилился. И вот Астраханская область как раз ярчайший пример того, что следует за тем, когда разрушается этническое начало. И разобщаются этническое сообщество, и туда влезают силы, которые очень темный облик имеют. Отчетливо видно. Мы говорим об национальной идентичности в таких очень цветах мрачных вызовов и, значит, какой-то, значит, такой секретности, может быть, даже. У нас программа подходит к концу, у нас осталось 5 минут. Мы предлагаем сейчас каждому эксперту высказаться, да, на такую главную тему, чтобы на позитивной ноте. В чем она точка опоры, где сейчас ее найти татарам, проживающим за пределами Татарстана? Точка опоры в том, что у каждого человека есть право быть самим собой. Хорошо быть французом, но я татарин. И право татарского народа сохранять себе свой облик, ибо тогда и потомки нашего народа и не простят. Это будет дисбаланс, это будет катастрофа для Российской Федерации как федеративной республики. Поэтому это право мы должны реализовать, а кто врет или перемалывает, или он искажает, он совершает преступление против государства российского и нашего татарского и своего народа. Я бы хотела сказать несколько слов в защиту Республики Татарстан. Была фраза о том, что Татарстан является закрытым регионом. Но давайте не будем забывать о том, что в Конституции Республики Татарстан есть пункт о том, что республика берет на себя обязанность защищать и поддерживать татар за пределами Татарстана. В Татарстане была принята программа сохранения национальной идентичности татарского народа, которую республика продлила до 2022 года. В этом году была принята стратегия поддержки национальной идентичности татарского народа. Республика оказывает достаточно много внимания татарам, живущим за пределами региона. Оказывается всяческая помощь поддержке культуры, татарского языка. Может быть, она недостаточная, но тем не менее это очень важная такая функция выполняется Татарстаном. Да, республика точка опоры, да, мы услышали. Сейчас еще мнение 3 экспертов. Хорошо. Да, я очень коротко, как историк, скажу, что все эти дебаты, они для нас не новые. Такие же точно дебаты были в татарском обществе в начале 20 века. Кто мы татары, кто мы мусульмане, кто мы булгары, кто мы казанские тюрки. На что замечательно ответил классик татарской литературы, великий Дертмент. Татарлыкта, татар углы татармын, татар түгел диме, башыны ватармын. Вот я тоже присоединюсь к сказанным вещам, но обратите внимание, вот двое выступавших, последние, они сказали о разобщенности татар. Вообще-то это сигнал, поступающий из других регионов. Я думаю, что Татарстан недостаточно активен в объединении вот этой татарской массы. И народ это чувствует. Мы должны, вот, в том числе не только из-за переписи, а вообще усилить влияние Татарстана как центра татарского мира. И это не такая простая работа, к сожалению. Точек опоры на самом деле много. Это и историческое самосознание, укрепление. Ну, выбрать можно любую, да, и религиозная опора, да, но если выбирать из этого набора, я бы выбрал национальное образование как главную точку опоры для развития нашей этнической идентичности, национальной идентичности. Культура и средства информации еще добавим. Культура и средства информации. Так, а сейчас я предлагаю уже в завершении подвести. У нас было интерактивное голосование зрительское. Значит, 81% дозвонивших телезрителей посчитали, что проблемы с сохранением все-таки существуют. И звонили в наш эфир телеканала «Татарстан Новый век», в эфир главного телеканала «Республики». Это тоже, наверное, говорит о многом. И, значит, тема, которую мы сегодня обсуждали, она актуальна, она востребована, и это нужно продолжать. Было очень много телефонных звонков, которые мы тоже не успели дать, и я прошу извинения, наверное, те, кто не смог дозвониться, потому что телефон действительно разрывался. Были звонки, сейчас подсказывают, из Ульяновска, из Башкирии были звонки, из районов Татарстана были звонки. Очень много вопросов было, как уже Альфред подчеркивал, нормальные, кто такие нормальные, ненормальные татары. Это тоже интересно. Категоричность какая-то в определенных суждениях. Но мне кажется, этот разговор надо будет продолжать. Я правильно понимаю? Да. Мы сегодня начали очень большой и важный разговор о том, что значит быть татарином, где найти точку опоры для национальной идентичности, и как это двигать дальше, какие смыслы каждый из нас может найти в татарской идентичности, и зачем это все делать.
Мне сейчас хочется поблагодарить всех экспертов. С вами было интересно. Все-таки дискуссия, мне кажется, получилась. Благодарю вас за свою точку опоры, которая у вас есть, на которой вы держитесь и стоите. И думаю, что за вашу национальную ответственность, которая присутствует. И мне очень нравится это выражение. Мне бы хотелось на этом закончить нашу программу. И я думаю, что мы с вами не прощаемся и будем встречаться с вами каждую пятницу в программе «Точка опоры». До свидания. До свидания.